отмечает, что презентация работает и звук есть, поэтому мы начинаем нашу работу. Итак, как разработать и провести онлайн-урок? Сегодня разработано уже множество разнообразных рекомендаций, как это сделать, кто это должен делать и как провести онлайн-урок эффективно. Сегодня мы с вами обобщили все эти рекомендации и предлагаем вам обозначить те основные моменты, которые необходимо реализовать для того, чтобы ваши онлайн-уроки прошли эффективно. Прежде чем мы организуем дистанционное обучение в нашей образовательной организации, администрация образовательной организации должна сформулировать ответы на некоторые основные вопросы. Вот первый блок вопросов касается организации обучения. Прежде всего, администрация образовательной организации должна определить, у всех ли обучающихся есть устройство, все ли могут получить доступ к сети интернет, все ли обучающиеся имеют адекватный контроль со стороны родителей и могут рассчитывать на определенную поддержку. Мы должны получить ответ на вопрос, кто и каким образом сможет осуществлять техническую поддержку учителям и семьям, да, как помощью в установке необходимых программ, в помощи в их наладке. Очень важный вопрос, как организовать учебный день обучающегося, да, в какое время мы будем выходить на онлайн-общение с преподавателями, с другими обучающимися, время офлайн самостоятельного выполнения заданий, режим отправки заданий учителю и так далее. И, конечно, очень важно определить, как будут поддерживать учителя обучающихся, как будут мотивировать их к обучению. Это вопросы, которые касаются организации образовательного процесса. Второй блок вопросов, на которые должна получить и сформулировать ответы администрация образовательной организации, как будут происходить доставка заданий обучающимся, их регулярность, частота, какие ресурсы будут задействованы, как учителя будут проверять задания учеников, как они будут оценивать их вовлеченность в образовательный процесс, их эмоциональное состояние при новой для них форме обучения. И, конечно, очень важный вопрос, как мы будем получать обратную связь от семей, какие способы коммуникации и какова их регулярность. Это блок коммуникации. То есть очень важно найти ответы на эти вопросы. И третий блок вопросов, на которые должна сформулировать ответ администрация образовательной организации на первом этапе, на этапе подготовки к реализации дистанционного обучения, это блок технологий. То есть мы должны понять, есть ли в школе электронный журнал, электронный дневник, другая возможная структура дистанционного обучения, есть ли блоги классов или страницы в социальных сетях, где возможна регулярная коммуникация. Мы должны сформировать банк возможных каналов коммуникации. Определиться, будут ли использоваться видеоконференции, либо другие способы визуального взаимодействия учителей и обучающихся, например, через Skype, через Zoom, через вебинары, другие средства, инструменты. И, конечно, мы должны определиться, какие инструменты онлайн-обучения будут использованы, какие платформы уже существующие, разработаны, например, федеральные платформы, либо собственные резервы, ресурсы информационно-библиотечного центра и так далее. Второй шаг, который должна осуществить администрация образовательной организации, это формирование технологической инфраструктуры. То есть администрация должна обеспечить учителей необходимым оборудованием, таким как компьютер, камера, микрофон, для того, чтобы учитель мог вести занятия в онлайн-режиме. Администрация должна сформировать перечень платформ, ресурсов и сервисов для проведения уроков, которые она будет рекомендовать. Прежде всего, в этот перечень необходимо включить федеральные ресурсы, те, которые рекомендованы Министерством просвещения и размещены на сайте Министерства просвещения. Во-вторых, это ресурсы региональные и ресурсы школьные.
Далее необходимо организовать обучение и взаимообучение педагогов, если это необходимо, а необходимо, скорее всего, в большинстве случаев это организовать, и обеспечить коммуникацию всех участников образовательных отношений. Продумать, да, как будут взаимодействовать учителя с учениками, как будет осуществляться взаимодействие с родителями, как будет осуществляться взаимодействие классного руководителя с классом и так далее. Уважаемые коллеги, я вижу в чате очень много, вы пишете о том, что у вас нет звука или еще чего-то. Проверьте, пожалуйста, настройки своего устройства. Все-таки большинство коллег пишут, что звук хороший, все слышно и презентация всем видна. Проверьте настройки своего устройства. Если это необходимо, можете навести мышку на значок видео, да, того окошка, где должно быть мое видео. Там проверьте настройки звука. Спасибо. Вы пишете, что есть звук, все хорошо слышно. Итак, мы работу продолжаем. Презентация, конечно, будет в доступе. Либо мы ее разместим непосредственно здесь, внутри вебинарной платформы, либо она будет у нас размещена под ссылкой на регистрацию на данный вебинар в нашем видеозале. Итак, коллеги, мы продолжаем. После того, как администрация образовательной организации смогла выполнить все необходимые шаги по формированию технологической инфраструктуры, мы переходим к третьему шагу. Третий шаг очень важный. После того, как мы проанализировали все наши ресурсы, мы выбираем форму дистанционного обучения. Сегодня рекомендуется использовать 3 формы дистанционного обучения. Уважаемые коллеги, видео вы не увидите. Смотрим презентацию и слушаем меня. Третий шаг, который выполняет администрация образовательной организации, это выбор формы дистанционного обучения. 3 формы дистанционного обучения сегодня могут быть рекомендованы. В зависимости от того, какие ресурсы у вас есть, вы можете использовать ту или иную форму обучения. Первая форма – это классическое дистанционное обучение. Что мы делаем, реализуя данную форму дистанционного обучения? Мы готовим и направляем ученикам материалы для того, чтобы они самостоятельно изучали определенные нами темы. К каждой теме мы формируем перечень заданий, с помощью которых мы можем оценить, усвоили ли ребята тему или нет. При этом мы задействуем существующие образовательные платформы, например, Российская электронная школа, платформа Учи.ру, Я-класс, Яндекс.Учебник и другие. И средствами этих образовательных платформ анализируем индивидуальные результаты учеников и класса в целом. Образовательные платформы, такие как Учи.ру, РЭШ, Российская электронная школа, Яндекс.Учебник, Я-класс, дают возможность зарегистрировать учеников своего класса и создать класс непосредственно на платформе. Да, и там автоматически вы будете видеть все индивидуальные результаты учеников и класса в целом. На многих платформах есть также и возможность подключения аналитики. Вторая форма дистанционного обучения, которую вы можете выбрать, это онлайн-уроки. Для реализации этой формы мы используем те программы и сайты, с помощью которых мы можем проводить трансляции уроков. То есть ученики подключаются к трансляции в режиме онлайн, и мы проводим урок как обычное классное занятие. Мы можем направить ребятам уже существующие разработанные материалы, чтобы на онлайн-уроке разобрать те моменты, которые остались непонятными. Да? Либо ребята изучают дома учебник, и на онлайн-уроке мы осуществляем практические работы. При этом мы можем иметь возможность контролировать рабочую атмосферу на уроке, можем регулировать темп урока, опираясь на возможности конкретного класса. И сервисы дают нам возможность сохранять запись урока, и мы можем ее выложить для тех ребят, которые не смогли подключиться к трансляции из-за того, что были какие-то технические проблемы и другие какие-то технические сложности.
Но наиболее эффективной будет выступать, конечно, третья форма. Это смешанная форма. Реализуя ее, мы готовим уроки с опорой на наши собственные разработки, можем привлекать материал образовательных ресурсов, тех платформ, о которых мы с вами говорили, и которые, как мы видим, на практике сегодня уже не справляются с большим объемом подключившихся к ним учеников и учителей, а также их родителей. И, конечно, мы используем другие ресурсы, о которых мы расскажем на наших последующих вебинарах, а на прошлой неделе мы показывали возможности использования ресурсов Google. И при этом мы можем чередовать форматы обучения, можем планировать по каждой теме разные виды деятельности. Например, даем параграф из учебника на самостоятельное изучение, проводим потом тест по этому параграфу. То есть формы дистанционного обучения могут быть выбраны различные. Может администрация образовательной организации выбрать такую форму, либо каждый учитель сам для себя такую форму выбирает. Да, коллеги, мы знаем, что есть сегодня различные технические проблемы с рекомендуемыми всем платформами. Сегодня уже с утра была пресс-конференция министра просвещения Сергея Сергеевича Кравцова, на которой он анонсировал еще одну платформу, которая будет рекомендована для реализации во всех образовательных организациях. Это платформа, разработанная совместно с издательством «Просвещение», и там будут подключены также и ресурсы всех тех электронных учебников, которые вошли в федеральный перечень учебников. Ну, это вот такой анонс сегодня был нам представлен. Мы об этом в наших последующих вебинарах также будем говорить. После того, как вы сделали выбор платформы, необходимо определиться, какую модель взаимодействия с нашими учениками и родителями мы будем реализовывать. Существуют различные условия в наших семьях. Да, мы знаем, что есть определенные технические трудности у ребят и родителей. И вот если нет вообще никаких условий для полноценного онлайн-общения, мы можем выбрать вот первую модель взаимодействия, когда учитель готовит пакет материалов, готовит подробные инструкции на определенный временной отрезок обучения, например, на 3 дня, либо на неделю. В том числе предусматривается выполнение заданий по учебнику, письменное выполнение заданий в тетради. Все это выполняется к фиксированной дате. Затем классный руководитель, да, либо сам педагог обеспечивает выдачу этого пакета заданий обучающимся, например, через родителей, либо школьным автобусом доставка идет, либо через электронную почту и так далее. И затем учитель проверяет выполненные детьми задания. Второй вариант взаимодействия, вторая модель, если существует затрудненная коммуникация, например, интернет есть, но он нестабильный, у детей нет своего личного технического средства, а это, конечно, в большинстве семей такое наблюдается, или, например, нет возможности выхода в интернет без родителей, а родители работают, тогда мы можем использовать СМС-сообщения с домашним заданием и сроками его выполнения, можем использовать телефонное информирование, можем использовать возможности государственной информационной системы электронное образование для того, чтобы направить домашние задания по учебнику, ссылки на интернет-ресурсы по изучаемой теме, для того, чтобы анализировать сложности с выполнением заданий через организацию различных видеоконференций и чатов с детьми, используя те средства и ресурсы, которые доступны. Да? Те же социальные сети можем задействовать, их ресурс, использовать демонстрационные проверочные онлайн-тесты и использовать обратную связь. Ну и, конечно, идеально, если коммуникация стабильная, техническое обеспечение достаточно, тогда учителя разрабатывают свои собственные онлайн-уроки и формы обратной связи и могут использовать готовые платформенные решения, сервисы или их фрагменты. Итак, администрация образовательной организации выбрала модель взаимодействия, выбрала форму реализации дистанционного обучения, рекомендовала педагогам использовать ту или иную форму. И далее поговорим о том, что же должен делать учитель для того, чтобы эффективно организовать и провести онлайн-урок. Сегодня на сайте Министерства просвещения Российской Федерации уже выложено достаточно много разнообразных рекомендаций
Ну, вот одна из них в формате инфографики, как организовать дистанционное обучение в 4 шагах. Да. Первый шаг – выбрать удобную для вас онлайн-платформу. Второй шаг – составить расписание на каждый учебный день. Третий шаг – информировать обучающихся их родителей о предстоящем дистанционном обучении. И четвертый шаг – организовать обязательную обратную связь. Итак, в чем заключается алгоритм действий учителя-предметника? Ну, как вы все уже поняли, и многие из вас этот шаг уже прошли, мы проводим подбор ресурсов. Рассматриваем ресурсы федеральные, рассматриваем ресурсы региональные. Второй шаг предполагает формирование чек-листа тем на определенный период, на неделю, на месяц. Третий шаг – это обязательно корректировка рабочих программ, календарно-тематических планов. Четвертый шаг – использование методики проведения дистанционных занятий непосредственно уже для проведения. Пятый шаг – это введение новых форм домашних заданий. Шестой шаг – выполнение графика онлайн-занятий, в том числе и подготовки государственной итоговой аттестации. Желательно выполнять шаг 7, то есть вести запись уроков и выкладывать их на доступном для всех ресурсе. И 8 шаг, он тоже, конечно, нам будет необходим, это вносить коррективы в свою деятельность по итогам обратной связи. Для реализации методической поддержки учителей на нашем сайте, на сайте Института развития образования, создан специальный раздел «Методическая поддержка дистанционного обучения». И вот в разделе «Для учителей» мы представили ссылки на региональные образовательные платформы и ресурсы, на федеральные образовательные платформы, на электронные формы учебников. Также на нашем сайте предложены ресурсы для организации неурочной деятельности, досуга, ресурсы электронных библиотек, ресурсы для профессионального развития, в том числе информация о курсах повышения квалификации и ссылка на сайт культурного норматива школьников. Я вижу вопрос по новым формам домашнего задания. Об этом сегодня мы тоже поговорим. Я думаю, что вы получите на него ответ. Так, следующие общие рекомендации для разработки онлайн-урока на сегодняшний день предлагаются. Мы сокращаем время урока. Время проведения урока не более 30 минут, для начальной школы 20-25 минут. А перемены, наоборот, удлиняем, да, и делаем их минут по 20. Для чего это необходимо? Для того, чтобы ребята могли отдохнуть от работы за экраном, чтобы нормы Санпина мы с вами все-таки соблюдали. Очень важно четко поставить цель и определить результат урока, причем результат для ученика. Что он должен сделать, чему он должен научиться, какими умениями он должен овладеть. Возможно, выдача опережающего задания на знакомство с новым материалом. Да, мы можем рекомендовать ребятам, например, в качестве домашнего задания ознакомиться с текстом параграфа учебника, либо поработать с каким-то веб-ресурсом, с обучающим видео и так далее. И на уроке мы обсуждаем те вопросы, которые были затронуты в этих ресурсах. Да, то есть используем технологию перевернутого урока. Очень важно, чтобы теоретический материал был представлен в кратком сжатом виде, и мы должны выделить основную суть этого теоретического материала. Целесообразно предлагать различные виды заданий в ходе урока и для последующей самостоятельной работы. Это могут быть задания на рассуждение, это могут быть интерактивные задания, тренажеры, может быть использовано онлайн-голосование и так далее. Для этого мы можем использовать разнообразные инструменты и сервисы, о которых также мы будем говорить еще на наших последующих вебинарах. Коллеги спрашивают адрес методической поддержки на сайте kriro.ru, баннер «Методическая поддержка дистанционного обучения». Также очень важно, чтобы в онлайн-уроке присутствовал блок обратной связи, блок отложенной рефлексии через вопросы-ответы в чате, по электронной почте, другие какие-то сервисы мы можем использовать. И, конечно, очень важно, чтобы мы использовали различные формы организации деятельности. То есть даже на онлайн-уроке мы с вами можем чередовать групповую, фронтальную, индивидуальную форму. На онлайн-уроке мы можем использовать дифференцированные задания. Рекомендована следующая модель структуры дистанционного урока.
Начинаем мы, как обычно, да, с мотивационного блока. 2-3 минуты мы на это оставляем, потому что мотивация – это очень важная, необходимая составляющая дистанционного обучения, и мы должны поддерживать ее на протяжении всего процесса обучения. Очень важно четко сформулировать цель перед учениками. Да, здесь мы можем уже сами эту цель формулировать самостоятельно, не прибегая уже к помощи учеников. Да, то есть немножечко вот та технология проблемно-деятельностного подхода, она здесь у нас будет в чем-то нарушаться, но тем не менее это не должно сказываться на качестве нашего урока. Мы должны помнить, что мотивация снижается достаточно быстро, если уровень поставленных задач не соответствует уровню подготовки ученика. Да? То есть задания, которые мы приготовили на урок, они должны быть для ребят посильными. Далее, очень важный блок для дистанционного урока – это блок инструктивный. Время на него отводим от 3 до 5 минут. Очень четко формулируем инструкции и методические рекомендации. Да? Мы можем их составить заранее, выложить на каком-то ресурсе, здесь представить ссылки, обязательно все инструкции проговорить еще раз, да? Получить от ребят обратную связь, все ли все поняли, что и как им предстоит делать. Далее следует информационный блок. Минут 5-10 – это изложение теории учителем, либо это видеоурок, да, например, если мы используем российскую электронную школу. И далее 10 минут идет самостоятельная работа. То есть именно информационный блок представляет вот всю систему информационного наполнения учебного содержания урока. Далее следует контрольный блок минут 5. Используем здесь разнообразные системы тестирования и контроля. Можем использовать ссылки на различные ресурсы. И можем также использовать те платформы, с которыми мы работаем. Да? РЭШ, Учи.ру, Я-класс, Яндекс.Учебник и другие. И, конечно, очень важным, как и на обычном уроке, является коммуникативный и консультативный блок. То есть здесь мы организуем интерактивное взаимодействие ребят с учителем и между собой. Очень важно, если будет такая возможность предоставлена ребятам, да, но для этого, конечно, мы должны использовать те ресурсы и сервисы, которые вот это интерактивное взаимодействие позволяют нам выстраивать. О домашней работе. Вопрос уже нам тут задавали. Итак, что должно измениться в домашних наших заданиях? Домашняя работа может представлять собой одно задание или несколько заданий, которые подобраны в соответствии с поставленной учебной задачей и которые могут быть, например, записаны в электронном дневнике именно в том порядке выполнения, который мы с вами задумали. Да? То есть они должны быть связаны между собой, и выполнять их рекомендуется последовательно. При этом задание должно быть ученику понятным, он должен понимать, что он будет делать, где он это будет делать, как он это будет делать, какие дополнительные средства обучения ему понадобятся. Да, для этого список ссылок мы должны ему предоставить. И очень важный момент, как он будет передавать работу учителю. Вот здесь тоже уже возникал вопрос в чате, да, надо ли ставить 2 за то, что ребенок вовремя не сдал домашнее задание. Ну, конечно же, если вы договаривались о том, что будет ограниченный срок предоставления работы, то возможно. Но, конечно, сейчас мы делаем скидки на технические аспекты, что не все всегда смогут выдерживать время выполнения работы. Можно какой-то отсроченный 2-й срок, да, ребятам предоставить. Конечно, задание должно быть для ребенка посильным и доступным именно для самостоятельного выполнения учениками. Сейчас очень много отзывов негативных идет от родителей, что родители должны взять на себя роль учителя и объяснять ребенку своему те задания, которые учитель предоставил. Вот здесь очень важно выполнять именно это требование. Да? То есть задание для ребят должно быть посильным и доступным именно для самостоятельного выполнения учениками, без привлечения родителей. А при этом задание должно быть интересным. Да? То есть то упражнение, которое мы даем из учебника, мы должны, например, дополнить ссылкой на фильм по теме, либо порекомендовать какой-то электронный ресурс, да, который с этой темой будет связан, либо добавить какой-то творческий вопрос. Да, то есть тоже наше творчество педагогическое должно здесь проявиться в подборе домашних заданий и в переформулировании готовых заданий из учебника.
При этом важный момент, да, мы должны дополнять задание теоретическим материалом, который может понадобиться для его выполнения. Заполни таблицу, при этом опирайся на такую-то страницу учебника. Ну, хотя бы так, кратко. И, конечно, очень важно провести инструктаж организационного характера, где, что, как нужно выполнять, и содержательного характера, то есть что должно входить в содержание ответа на домашнее задание. И, конечно, очень важное требование – обязательно оценивать работу ребенка, при этом использовать формирующее оценивание, да, то есть сравнивать результаты ребенка с его же предыдущими результатами. Ни в коем случае не сравниваем детей между собой. Итак, про домашнее задание я вижу, тут в чате отмечают, принцип понятен. Спасибо. Хорошо, идем дальше. Очень важно при дистанционном обучении соблюдать нормы СанПин. Конечно, не всегда нам это удается, но тем не менее к этому мы должны стремиться. Посмотрите, да, рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанная с фиксацией взора на экране монитора, не должна превышать 15 минут для детей от 6 до 10 лет, начальная школа, 20 минут от 10 до 13 лет, 25-30 минут для детей старше 13 лет. При этом на втором часу работы не более 20 минут. И оптимальное количество занятий с компьютером в течение дня. Для детей 6-10 лет одно занятие, от 10 до 13 лет 2 занятия, старше 13 лет 3 занятия. Что с этим делать? Мы с вами в течение урока не всегда работаем с экраном. Да? То есть мы подбираем задания таким образом, чтобы ребенок работал не только с экраном, но и с учебником, чтобы ребенок работал в своей рабочей тетради. То есть сочетаем различные формы работы. Это поможет нам хотя бы приближаться к тем нормам, которые рекомендует СанПин. Ну и сегодня, конечно, наши технические устройства, они не такие, какие были в те времена, когда писался даже последний вариант СанПина. Они совершенствуются, да, и постоянно проходят исследования, как влияют устройства на зрение. Ставятся защитные экраны, да, пленки защитные и так далее. Да? То есть не всегда наши современные технические устройства отрицательно влияют на зрение. Но, тем не менее, стремимся к соблюдению норм санитарно-эпидемических правил и норм. И далее конкретные рекомендации, которые помогут вам в том, чтобы ваш урок проходил эффективно. Очень важно, чтобы все материалы урока заранее были вами разработаны в текстовом файле. Да? А что предполагает эффективный дистанционный урок? Это наличие компьютера, это наличие стандартного набора каких-то программ, обязательно стабильное подключение к сети интернет, наличие веб-камеры, устройство ввода-вывода звука и так далее. А если этого нет? Ну вот даже сегодня у нас возникла техническая проблема. Устройство ввода-вывода звука работает, микрофон работает, а сама камера почему-то видео передавать не хочет. Ну, хорошо, у нас есть презентация, и мы с ней работаем. А вам достаточно разработать все материалы в текстовом файле. Для каждого дистанционного урока мы готовим материал в виде текстового файла, куда включаем обязательно текст объяснения темы урока. Обязательно это будет набор заданий для отработки навыков. Обязательно домашние задания, да, с подробной инструкцией, иллюстрации к уроку, если они необходимы, ссылки на дополнительные ресурсы желательно также использовать. Все файлы размещаем в облачном хранилище, на Google диске, на Яндекс диске, в облаке Mail.ru и так далее. И ссылки на эти файлы рассылаем ученикам. При этом, вот если по каким-то техническим причинам нам не удастся провести запланированную видеоконференцию с использованием сервисов, таких как Zoom, Skype и других, мы с вами можем в любой момент изменить формат урока. Отправляем файлы ребятам и предлагаем обратным письмом прислать выполненные задания. То есть в любом случае мы перестраховались. Если это не будет онлайн-урок, то в любом случае дистанционный урок у нас пройдет.
Если ваш урок предполагает проведение практической работы, очень важно заранее подготовить материалы для практических заданий. Подобрать ресурс или программу, которая в интерактивном режиме будет моделировать необходимую практическую работу. Да? Например, если это урок химии, то мы можем рекомендовать ребятам приложение для молекулярного моделирования или использовать виртуальную химическую лабораторию. По физике это может быть, например, программа по моделированию физических процессов для воспроизведения эксперимента в виртуальной среде. Если это урок математики, то мы можем использовать приложения про геометрические построения с помощью циркуля и линейки, или, например, игры, которые основаны на математических законах. Если информатика, то скачать необходимую программу или воспользоваться аналогичным онлайн-ресурсом. Ну, конечно, если лабораторная работа привязана к конкретной установке, то здесь вряд ли мы сможем реализовать наш онлайн-урок, если только учитель не будет выполнять те действия, которые ребята будут рекомендовать ему делать. Да? Ну, можно учителю с этой установкой работать непосредственно в классе, а ребятам предложить составить алгоритм действий. Да? Кто-то предлагает какое-то действие выполнить, обсуждаем все вместе, можно, нельзя это действие делать. Если можно, то учитель выполняет, показывает, при этом демонстрирует ребятам через камеру. Если это действие выполнять нельзя, значит, мы его не выполняем и ждем следующих предложений. Ну, как вариант, тоже можно выйти из этого положения, хотя бы таким образом. Далее очень важно разработать документ с подробным описанием процесса установки программы или регистрации на онлайн-ресурсы, если это необходимо. Обязательно включаем скриншоты алгоритма установки, последовательно каждый шаг, если это необходимо для того, чтобы зарегистрироваться на каком-то новом ресурсе. Важно, чтобы эта инструкция была очень подробной, потому что она поможет вам сократить время на регистрацию непосредственно на самом уроке. Да? Если вы заранее ее ребятам разошлете, то будет замечательно. Далее в отдельном текстовом файле нужно описать теоретическую часть, которая будет необходима для практической работы на уроке. И очень важно сделать видеозапись, как вы выполняете практическую работу. То есть чтобы ребята видели, что и как вы делаете, куда нажимаете на какую-то кнопочку. Сохраните эту запись и прикрепите к уроку. Вот при такой организации обучения ребенок может индивидуально, последовательно в своем темпе выполнять практическую работу. Я благодарю Ольгу Мартюшеву за то, что она уже в чате делится ссылкой на виртуальную лабораторию, которая используется в практике. Презентация, конечно, будет выложена. Не беспокойтесь, вы всегда сможете поделиться ею с коллегами. Очень важно правильно организовать обратную связь. Можно, конечно, использовать электронную почту. Но электронная почта не всегда бывает удобна, да, не у всех ребят она есть, да, иногда даже родители не имеют электронную почту. И если вы используете все-таки электронную почту, то вам сначала придется сортировать весь объем писем, которые будут приходить от Маши, от Пети, от Васи, от Сережи, и только потом вы сможете проверять все работы. Да? Вася прислал все задания в одном файле, Петя прислал несколько файлов с выполненными заданиями, а Сережа прислал сначала 5-е задание, потом 1-е, потом 3-е и так далее. Да? То есть очень много времени будет тратиться на сортировку. Поэтому лучше использовать облачный сервис, в котором вы сможете создать папку, в которую ваши ребята будут помещать свои работы, и направите ссылочку для того, чтобы работы загружать в эту папку. Сервисы облачные, да, могут быть разные, мы уже говорили, это и сервис Google документа может быть, да, и сервис Яндекс.Диск, и Mail.ru облако и другие. Очень важно, чтобы мы с вами на уроке, на онлайн-уроке поддерживали положительную атмосферу. Мы должны быть терпимее к ошибкам и недопониманиям, которые допускают ребята, потому что мы с вами все в новой ситуации. Вот и сегодня тоже у нас вначале возникли какие-то технические проблемы. Кто-то начал бурно реагировать в чате, ничего не вижу, ничего не слышу, другие их успокаивали. Я благодарю коллег за ожидание. Ну, вот мы должны быть терпимее друг к другу,
к нашим недопониманиям, к нашим ошибкам. Мы должны стимулировать соблюдение этических норм деловой переписки. Вот это тоже очень важный момент. Да? Не всегда ребята могут сдерживать свои эмоции, да, при переписке. Мы должны об этом им напоминать, да, что недопустимо переходить на личность, оскорблять других людей в переписке, соблюдать этические нормы. И очень важно, конечно, чтобы мы давали именно положительную обратную связь и помогали ребятам справиться с ситуацией изоляции. Да, и друг другу мы тоже в этом с вами помогаем. Очень важно, чтобы педагог демонстрировал радость своим ученикам. Как я рад, что вы сегодня пришли все на мой урок. Как я рад, что вы готовы работать. Обязательно отмечать что-то положительное за урок, чтобы у ребят создавалось впечатление, что с чем-то они справились. Если даже не за что похвалить по содержанию задания, похвалите за то, что молодец, ты зарегистрировался, наконец, в этом ресурсе, ты начал осваивать этот ресурс и так далее. И если вы видите, что ребенок с заданием не справляется, конечно, не надо разбирать его ошибки при всех. Лучше, если вы обобщите общие ошибки, поработаете над общими ошибками, а с ребенком поработаете индивидуально в индивидуальном чате, да, либо в индивидуальном взаимодействии через Skype. И если вы чувствуете, что ребенок вообще не справляется с дистанционным форматом, прибегайте к помощи коллег. Вы же не, если это не начальная школа, конечно, не единственный учитель, который с этим ребенком работает. Да? Вдруг кому-то удалось найти те сервисы и ресурсы, с которыми ребенок справляется. Обсуждайте, работайте всем коллективом. Очень важно помнить, что есть в коллективе наставники, есть кураторы, есть психологи. Привлекать их, конечно, к работе с ребятами. И если мы видим, что с ребенком что-то происходит, очень важно реагировать на его запросы, на его состояние так же быстро и слаженно, как и в очной форме. Сегодня в сети можно найти различные лайфхаки, рекомендации, как спланировать, как провести онлайн-уроки. И вот некоторые из них мы решили вам тоже продемонстрировать. Итак, 7 лайфхаков, которые помогут нам спланировать и провести онлайн-урок по физике, по химии, по биологии. Да, то есть те предметы, которые имеют естественно-научную направленность. Очень важный момент, первый лайфхак – это связь с реальной жизнью. То есть мы должны при планировании уроков уделять внимание поиску взаимосвязи той темы, которую мы изучаем, с теми реальными аспектами, которые происходят в нашей окружающей жизни, или технологическими проблемами, которые в нашей жизни возникают. И для этого мы используем знакомую нам всем, каждому логическую связку вопросов. Что, как, зачем. И вот как только ребенок поймет, что он изучает, как он это изучает, да, как это взаимосвязано с реальной жизнью, то он сам сможет ответить на вопрос, зачем ему это изучать и в каких областях эти знания он потом сможет использовать. Второй лайфхак – это использование викторин и эмоций. То есть предлагается для проверки знаний, для промежуточного оценивания использовать игровые формы проверки. Например, в виде викторин с последующим награждением грамотами победителей. Вот у нас 2 вебинара еще на этой неделе будут посвящены тем сервисам, которые помогут это реализовать. Да, вот завтра у нас будет сервис Learning Apps, в котором вы сможете создать различные задания, в том числе и в формате викторин, которые можно использовать для проверки знаний промежуточного оценивания. Третий лайфхак – использовать возможности цифровых музеев и различные варианты работы с ними. Вот здесь представлено несколько ссылочек. Это музей Галилео, Национальный музей естественной истории, музей наук в Лондоне, музей Немо в Нидерландах, музей космонавтики. Также ссылки есть и на нашем ресурсе методической поддержки дистанционного обучения на сайте Института развития образования. И при планировании урока мы можем разбить класс на несколько групп. В каждой группе можем выслать свой маршрутный лист. В этом листе отражаем основную информацию по конкретной выставке и тот список вопросов, на которые эта группа должна будет ответить после осмотра экспозиции. А после посещения музея мы можем устроить обсуждение, попросить ребят записать свои впечатления в подготовленную заранее форму обратной связи, например, Google документ простейший можем использовать.
и предложить ребятам создать свои тематические страницы в Инстаграме или записать подкаст, но здесь уже в зависимости от того, какие ресурсы и сервисы вы выбрали для взаимодействия. Четвертый лайфхак предполагает проведение опытов и экспериментов. Мы должны помнить, что исследовательский цикл включает в себя основные стадии. Это первая стадия, да, анализ информации с формулированием исследовательского вопроса. Второй – это выдвижение гипотезы. Третий – это планирование и проведение эксперимента. Четвертый – это анализ данных с последующей корректировкой и выдвинутые гипотезы и внесением соответствующих изменений в методику. При этом мы можем спланировать, предложить ребятам спланировать свой опыт с учетом вот этих стадий исследовательского цикла и связать данную тему с обсуждением. Пятое. Мы можем использовать разнообразные приложения для смартфонов. Именно эти приложения позволяют с помощью мобильного телефона проводить различные количественные измерения, например. Например, Google Science Journal App позволяет собирать информацию с помощью Bluetooth и с помощью датчиков, которые есть в смартфоне. Освещенность, расстояние, барометр, гироскоп, микрофон и так далее. Да, и мы можем накопить вот эти вот различные данные и затем обобщать их, выстраивать графики и так далее. То есть даже смартфон мы можем использовать в процессе естественно-научного обучения, да, изучения естественных наук. Конечно, очень важные возможности нам дает использование удаленных лабораторий. Мы можем подключить к проведению экспериментов несколько групп ребят, и в режиме реального времени они смогут управлять работой оборудования через интернет. А полученные данные могут сохраняться автоматически в файлах учеников. И затем учитель может попросить ребят обработать полученные данные разными способами и оценить погрешности тех методов, которые они использовали. Здесь представлены, по крайней мере, 3 ссылки на лаборатории, которые мы можем использовать. Ну и, конечно, 7-й лайфхак. Для любого урока он будет лайфхаком. Это творческий подход. Мы можем, например, объявить для ребят конкурс на лучший конспект главы учебника. Это может быть не просто текстовый конспект, да, это может быть, например, ментальная карта, которую они создадут, либо кластер и так далее. Да, это может быть конкурс на лучшее оформление письменной работы. А вместо устных ответов можем, например, организовать конкурс рэп-ответов. Да, или пусть они сочиняют синквейны это вот прием из технологии развития критического мышления. То есть очень много разнообразных приемов есть в нашем традиционном понимании, которые мы используем на наших традиционных уроках. Мы можем перенести их и в режим использования дистанционных образовательных технологий, используя разнообразные ресурсы и сервисы. О различных ресурсах и сервисах мы с вами поговорим на этой неделе, и если будет такая необходимость, то и на следующей неделе тоже можем об этом поговорить. Каковы же основные секреты успеха онлайн-урока? Может быть, кто-то из вас в чате поделится своими находками. Мы еще не заканчиваем. Хочу увидеть от вас обратную связь. Коллеги, кто-то своими находками желает поделиться? Так, использование Word с видеоматериалами, создание творческих заданий, замечательно. Так, кто-то, Анастасия Нестерова нам с нами ссылочкой поделилась, замечательно. Алексей ведет постоянные видеоуроки, показывает видео по астрономии, космонавтике, замечательно. Google формы коллеги используют, очень хорошо. На вебинар по новому диску зайти не смогли. Сегодня запись посмотрите в видеозале, все доступно. Так, у меня исчезла презентация, мы ее еще не закончили. Вячеслав Алексеевич, презентацию нам, пожалуйста, верните. Итак, секреты успеха онлайн-урока.
Перед выходом в эфир очень важно создать позитивный рабочий настрой. Да? Можно написать, например, ярким маркером на листе А4 главный месседж своего занятия, положить его на видное место, да, чтобы все ребята его видели. Очень важно поработать над образом. Да? Загрузить можно разные фоны, можно добавить для себя аксессуары типа шляпки, использовать различные аватарки, создавать героев-помощников. Замечательно. Вот коллеги делятся уже своими секретами. Очень хорошо. Для младших школьников, например, вот таким вот, скажем так, героем, да, может стать какая-то, например, яркая игрушка в руках педагога, и педагог может с ней вместе спорить на занятии, может консультироваться в трудных случаях с этой игрушкой, или какую-то энергичную гифку на экране можно использовать. Все это будет собирать внимание ребят. Важно начинать занятие с рапорта, да, то есть с установления контакта. Можете просто в чате провести перекличку, задать интересный вопрос, организовать какое-то упражнение на движение и так далее. И, как мы с вами говорили, очень важно, да, кодекс поведения обсудить на дистанционных занятиях. Когда включать, когда отключать микрофоны, что значит поднять руку, что можно, чего нельзя писать в общем чате. И для офлайн обучения тоже важный момент обсудить, да, каков дедлайн сдачи заданий, когда крайний срок, можно ли выбрать разный объем, можно ли выбрать уровень сложности, а мы с вами уже сказали, что дифференцированные задания мы можем использовать, как ученик может участвовать в процедуре оценивания, то есть все это мы обязательно с ребятами обсуждаем, проговариваем. Этот кодекс затем выкладываем для всеобщего обозрения, обсуждения и проводим открытое голосование. Принимаем, значит, все этому кодексу будем следовать. Очень важно обеспечить реальную обратную связь. Реальную и регулярную. Это может быть общий чат, например, для всего класса и для группы, и очень важно, чтобы это были также и персональные обсуждения для индивидуального взаимодействия. При этом мы оцениваем только конкретные действия, как выполнено задание, как выполнен тест, как создан творческий продукт, оцениваем качество выполнения, оцениваем темп, оцениваем количество приложенных усилий, градус интереса и так далее. И в режиме группового общения обязательно взаимная поддержка, обязательно консультирование, проводим опросы, создаем дополнительные поводы для коммуникации между детьми. Важно делать небольшие перерывы, например, на печеньку, либо на динамическую паузу, да, проводим разминку или танец у экрана, ребята могут подготовить сами эту разминочку и провести ее. И вот здесь как раз дежурных мы можем подключить, они могут, например, выбрать тему дня, отвечать за хорошие новости, за динамические паузы и так далее. И, конечно, мы можем передать ребятам некоторые бразды управления цифровой средой, особенно если вы сами еще не очень хорошо владеете цифровыми ресурсами. Можем назначить администратора и ассистентов. Именно они будут делать рассылки, они будут обеспечивать запись, они могут создавать клипы, объяснять всему классу, как прикрепить к заданию видео или вставить, например, фон в Zoom и так далее. Да? То есть обязательно эти возможности нужно использовать. И, конечно, задействовать те ресурсы, которые детям реально интересны. Предложить им, например, поискать примеры английских диалогов в сериалах, написать сценарий тематических игр, пройти какие-то проектные квесты, творческие марафоны и так далее. И мы можем организовать эстафету публикаций с хэштегом, например, запустить в классе флешмоб, сочинить, например, вместе песню, чтобы ребята сделали по ней ролик. Вот, Алексей, как раз ваш видеофильм по тематике, да, сюда тоже может вписаться. И затем организовать общий школьный конкурс таких видеороликов, запустить их в сети. Ушаков рекомендует практиковать поведенческие интервенции, то есть вторгаться в жизнь учеников и их семей с интересными инициативами, тормошить их, развлекать, вовлекать. Можно, например, собрать желающих на вечернюю свечку в Zoom, можно устроить конкурс семейной декламации, кулинарный бенефис, можно организовать совместный просмотр фильма с обсуждением, да, приглашать родителей на лекторий с участием психолога или просто интересного человека. И вот здесь как раз вы можете задействовать возможности ресурсов, которые предлагает наш институт, наш республиканский консультационный центр для родителей, имеющих детей от 0 до 18 лет. Приглашайте их на наши мероприятия, и можно организовывать совместное обсуждение. Буквально завтра у нас будет такой вебинар, психолог будет его проводить, о том, как себя спасти в режиме самоизоляции. Ну, конечно, рассылать полезные советы, цитаты, списки книг для семейного чтения. И любую встречу или занятие завершать обсуждением его важности, его ценности для участников.
Ну вот сегодня, например, я впервые провела вебинар в ProofMe из дома, да, самостоятельно подключалась. Ну, конечно, мне потребовалась при этом определенная помощь. Это для меня новый опыт. А что нового узнали вы? Коллеги, что нового узнали вы на нашем сегодняшнем вебинаре? Я вижу много слов благодарности. Да, конечно, нам пришлось обобщить очень большой объем разнообразного материала, чтобы отобрать именно то, что реально поможет вам в вашей работе. И, конечно, многие советы, которые есть в нашей сегодняшней презентации, они пригодятся не только учителю, да, но и классному руководителю, и другим специалистам, которые работают с нашими ребятами, да, и, конечно, преподавателям дополнительного образования, педагогам дополнительного образования. Спасибо, коллеги. Мне тоже было очень интересно с вами сегодня взаимодействовать, и я приглашаю вас на наши последующие вебинары. Следующий вебинар завтра у нас будет посвящен сервису Learning Apps. Ссылочка есть в нашем видеозале и на нашем методическом ресурсе. Также в нашей группе ВКонтакте мы освещаем информацию о наших вебинарах. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте. Это официальная группа института. Жду вас всех завтра. Будем, надеюсь, что все у нас получится, работать с сервисами Learning Apps, создавать интерактивные задания. Для того, чтобы успешно работать, необходимо в нем заранее зарегистрироваться. Спасибо, коллеги, за работу. Я думаю, что наши технические проблемы не помешали нам выстроить наше взаимодействие, и у нас действительно получился наш онлайн-урок. Спасибо. Марина Анатольевна еще не отошла. Давай попробуем разобраться с твоей камерой. Сейчас Саша подключится. Так, вот микрофон включается. Слышно меня, да? Да. Выключилась. Так, или давай в Тимсе. Давай в Тимсе сейчас.